Салем Дастар, вы снова на канале Кола. Большой рахмет, друзья, всем, кто подписался. Я рад видеть вас всех на моем канале. Друзья, сегодня мы посмотрим видео, как русская Татьяна стала кумиром казахов. Давайте посмотрим, увидим, что здесь расскажут, покажут, друзья. Перед просмотром не забываем подписываться, проставлять лайки, прожимать колокольчик. Видео выходит каждый день, видео выходят все по вашим заказам. Смотрим, друзья. Әуелі сағынып алмай, шығушы болма сапарға. Я же неплохо пою, но почему вы мне еще и указываете, как надо петь? Откуда у вас такая любовь к казахской культуре? Я говорю стихами, пою вот эти терме. При этом вы воспитывались в русской семье. Не надо заморачиваться, все, попроще надо быть. Что сейчас происходит на сцене? Но если она не может выучить песню, выйти ее пропеть наизусть, ну зачем ты выходишь на эту сцену? Что люди слушают? Сцена – это не проходной двор. Есть ли культура? После Бога – народ. И вы даже спиной к народу не должны поворачиваться. Почему вы считаете это важным для себя? Те, которые привносят смуту, это враги народа, я считаю. Действиями своими докажите свое отношение к родине. Татьяна Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы, не побоюсь этого слова, народная любимица, исполнительница казахских песен, виртуозно играете на домбре, но при этом вы воспитывались в русской семье, по национальности русская. Вот откуда у вас такая любовь к казахской культуре? Я выросла среди этих песен казахских. В 3 месяца мама меня в ясли отдала, потому что тогда время такое было, всех так отдавали. Я слышала эти песни, и колыбельные на казахском языке. Ну, конечно, вперемешку с русскими. Дома пели у мамы, по маминой линии очень был певчий род. А так я всегда слышала эти песни, красивую разговорную речь. Я напиталась вот этой красотой казахского слова. Мне это все безумно нравилось. И вот у меня такая любовь была. Мама где-нибудь услышит красивую песню, она придет, мне вот когда я уже повзрослела, в школе училась, она говорит: выучи вот эту песню. Она играет на гитаре, а я, прямо у меня желание было такое, научиться играть на домбре. Потому что никого не обременяю просьбами, чтобы там мне на аккордеоне или на баяне кто-то меня подыграл. Я сама так вот научилась. И мама говорит: вот такую песню выучи, вот спой такую песню. И вот так я приобщилась к музыкальной культуре. Ну, в школе у нас была художественная самодеятельность, нас к этому и приобщали. У нас были соревнования между классами, потом мы ездили в район, и мы все выступали. У нас очень сильно было развито хоровое пение, особенно вот такие содержательные песни, допустим, о таном, о своей отчизне, о родине. Это обязательно. Какое бы ни было у нас, допустим, там мероприятие, обязательно исполнялась песня. Кто-то был, как говорили, жеке дауста, вот, то есть ведущая такая-то, все остальные припевали. Я всегда мечтала, чтобы я когда-нибудь выступила вот сольно, чтобы все остальные мне подпевали. Сайрандаймын сайлардан қырдасамын, бұл орманмен сыңсыған сырласамын, қарауылға әлексем ілгейін, құзғын ұқсап келмейді мың жасағым. То есть, понимаете, это все формируется в детстве. Ну, очень красивый Сейчас я не голос. знаю, вообще-то в школе есть уроки пения или нету? Есть. Есть? Ну вот, но почему-то не поют. Почему-то дети поют даже то же самое день рождения на английском языке, зажигают свечи. Я прям протестую. И очень печально, что вот буквально я, когда летела, вышла молодая особа и с ребенком разговаривает на английском языке, на чистейшем. И я стала в последнее время бояться своих мыслей. Я думаю, потерянный для страны ребенок. Потому что если человек не знает своего языка,
Он не знает ни песни, ни поэзии, ни историю. Вот это немножечко меня, всегда это вызывает у меня грусть. Вернемся к тому, что вы правильно все это говорите. впитывали, да, в детстве, в молодости, да, но и дальше вы решили связать свою жизнь именно с казахской культурой. Вы очень сильно болеете за сохранение казахских традиций и так далее. Вот почему вы считаете это важным для себя? Знаете, вот, как сказать, вообще язык формирует исторический путь самого народа, язык. Все традиции, песни, красивая речь, она берется пословицы из быта. Кочевой народ, оставалось самое лучшее, самое нужное. И все это было на устах. Допустим, вот эти традиции, каждая традиция, в ней заложена такая народная и благочестие, и мудрость. Я очень влюблена вот в эти все традиции, потому что все происходило на моих глазах. И я тогда еще своим детским умом много что не понимала, а сейчас я понимаю, догадываюсь, сколько мудрости во всем в этом заложено. Даже вот в этом поклоне, когда она, молодая особа, приветствует взрослых таким вот красивым жестом. Мне многие мои знакомые говорят, что это она будет кувыркаться перед каждым, не надо этого делать. Каждый выбирает то, что он хочет. А когда она вот так почтенно кого-то приветствует, человек просто от такого к себе уважительного жеста искренне благодарит, желает ей счастья, долгоденствия, и это происходит. Если она этого не делает, она только может на свой день рождения услышать, чтобы ты жила здоровой, тебе здоровья желаем, счастья, долгих лет жизни, да? Так. Это дежурные фразы, они дойдут до Бога или нет. А когда человек, взрослый, иногда бывают такие люди, которые скажут, и оно так и получается. И это особо действительно и счастливо, и долго живет. То есть вот в этом жесте, вот в этом как бы это один из моментов традиции, да, там вот эта вот мудрость. Татьяна Николаевна, как вы оцениваете сегодня уровень культуры среди молодого поколения? Вот вы наблюдаете за нынешней молодежью. Это интересный вопрос. Видите ли, мы когда росли, нам много что говорили, нам объясняли, мы это видели. А сейчас с молодежью так не работают. У нас в школе просто мы уже когда заканчивали школу, мы четко знали, что нам можно, что нам нельзя. А сейчас все можно. Да, сейчас патриотизм как-то уходит на другой план, да, и прививают детям какие-то другие вещи, и этим говорят, что вот это важнее того, чтобы быть патриотом своей страны. Это, я считаю, тоже неправильно. Но она очень много умных вещей говорит, друзья, и за то, что она борется за культуру, да, вот так высказывается Казахстана, это, конечно же, очень приятно. И голос у нее вообще нереально красивый. И когда я делаю соответствующие замечания, вы слишком требовательны, мне говорят. Не надо заморачиваться, все, попроще надо быть. Я считаю, что это неправильно. Поэтому говорить, что у нас не такая молодежь, мы же в них это не вложили, мы же это им не додали, мы же с них это не потребовали. Мы в своем в своей любви какой-то неопределенной, когда мы им все позволяем делать, мы же их в никуда ведем. Это же нельзя. Нас мама в строгости воспитывала. Я ей благодарна. Ее уже нет, Царство ей Небесное. Я ей очень благодарна. И я точно так же воспитывала своих детей. Конечно, был бунт, был протест, и почему то нельзя, это нельзя, почему другим можно. Я говорю, другим можно, а вам нельзя.
потому что кому много дано, с того много спросится. Я к тому, что вот молодое поколение сейчас тянется к традициям или же наоборот как-то старается, как вы говорите, европезироваться? Но многие обучаются за границей и вообще с 1 класса идут в эту школу, платят очень большие деньги, получают английский язык, изучают, русский, а казахский опять как-то где-то не в полном объеме. Ну и, конечно же, они сталкиваются с определенными трудностями. Сейчас вот, я просто не буду говорить, называть, да, но есть такие люди, которые очень жалеют, что в свое время не получили. Но они дорабатывают. Но как это тяжело. Поэтому что делать в время такое? Но генетику никто не отменял. И на генетическом уровне все это где-то дремлет. Как-то вот мне в 2018 году пригласила начальник департамента по развитию языков в Актюбе. Я говорю: Гуляем, ты зачем меня пригласил? У вас же все на казахском языке отлично разговаривают. Она говорит: даже дело не в том. Они просто с ваших уст должны услышать то, что они не слышат, чтобы они еще больше зауважали себя, что они вот носители этой культуры, что они хорошо, правильно говорят на казахском языке, потому что когда они встречаются со своими сверстниками, которые закончили, допустим, Хелебери школу, там еще что-то, все равно у них какая-то ущербность, как будто они чего-то не знают. А здесь, когда они с ваших уст это слышат, для них это такой, говорит, подъем духа. И я говорю стихами, пою вот эти термеи, и говорю, что вы достойные сыны своего Отечества, вы так хорошо знаете язык, но вы должны знать и историю, и литературу, и поэзию. Не надо, как бы, если вот вы закончили школу, дальше, мол, вы должны себя дальше развивать. Но человек не сможет знать ни поэзию, ни историю, если он не знает языка. Ему это просто неинтересно. Один аким района сказал: за 42 года своей жизни я первый раз с гордостью признался себе, что я казах, потому что такая культура, почему я этого не знаю? Татьяна Николаевна, подскажите, как к этой проблеме подступиться? Понимаете? Оно вот как фантом, и потом человек хочет. На ваш взгляд, что сейчас происходит на сцене, что люди слушают? Есть ли культура в высоком смысле этого слова? Ну, вы знаете, я за всех не могу сказать, потому что люди вот на 8 марта приезжают родители издалека, их приглашают, покупают билеты, идут на концерты, и они видят то, что им дают. Раньше это все было бесплатно, сейчас покупают билеты, идут, смотрят то, что им поют. Даже в последнее время, не буду называть оркестр, она стоит и смотрит по бумажке, поет. Никогда бы в жизни, в советское время, ни одну артистку с бумажкой на сцену не выпустили. Но это что? Неужели она не может? Но если она не может выучить песню, выйти ее, пропеть наизусть, ну зачем ты выходишь на эту сцену? Я вот хочу, чтобы сейчас вот эти артисты, которые со шпаргалками выходят на сцену, меня услышали. Никогда в жизни бы никто бы из нас никогда не попал бы в концерт, если бы он вот так вышел. Ну, просто такого не было. Я считаю, что это безответственность. Мы должны со сцены нести высокую культуру. И вот этих вот хождений, вот этих вот по сцене не должно быть. Три месяца всего училась у нашего знаменитого народного артиста Гарифулла Курмангалиева. Он говорил: сцена – это не проходной двор. Ты выходишь на сцену, вот зритель, это после Бога народ, которому ты даришь, только он может дать тебе оценку. Даже если ты получишь какое-то звание там какими-то путями окольными, если тебя народ не признает, все.
И на сцене не должно быть никаких лишних движений. И вы даже спиной к народу не должны поворачиваться. Если вам сильно хлопают, аплодируют, это знак благодарности. Вы делаете поклон, вы делаете несколько шагов назад, и вы боком уходите со сцены. Вот это он нам говорил. А что сейчас происходит на сцене? Ну, это каждый артист несет ответственность за себя сам. Может быть, им этого не говорили. Может, нет сейчас такой школы. Может быть, те преподаватели, которые в консерватории им преподают, может, они об этом им не говорят. Я, например, не знаю, но я это слышала. И мы на сцене трепетали перед народом. Они почему-то думают... Мне кажется, что просто тогда была вот какая-то любовь, да, к своей профессии, какая-то гордость за то, что ты имеешь возможность, да, выйти, выступать перед большой аудиторией. А сейчас, наверное, ценность деньги, а потом уже все остальное. И они как-то об этом не думают. Но она думает, видите, она правильные вещи много чего говорит в любом случае, потому что отношение к тому, к зрителю, да, к тому, как ты себя поведешь, как ты себя покажешь, оно же много чего даст тебе дальше в твоей карьере. Это это правда, друзья. Что у них уже такой, как бы, опломб, они на всемирную знаменитость прям замахиваются. И считают, что они со сцены народу могут говорить что угодно. Иногда такие пошлости говорят. Ну, те артисты, которых любит народ. Ну, народ хочет отдохнуть. Ну, что же ему делать, если артисты такие? И вот это вот, то, что они зарабатывают на свадьбах, все переносят на сцену, и вот эта граница размытая. Я не могу сказать тот или тот-то, Может быть, потому кстати. что это входит в привычку. Но и в то же время культура всегда была на дотации. А если нет поддержки от государства, что им остается делать? Вот я как раз хотела вас спросить. Ну что им остается делать? На ваш взгляд, вот государство достаточно сегодня уделяет Ну, тоже, внимание? опять-таки, как я могу за них говорить? Я не вижу, что они делают. Я в этой среде не общаюсь. Потому что, когда раньше нас приглашали, нам все оплачивали, нам шили костюм. При каждом театральном каком-то обществе было театральное ателье. У них были свои ткани, они все шили. Это все было прерогатива государства. Но Они сейчас же только нет творили. этого. Нет. Сейчас этого нет, Ну вот. нету. Как ей выйти на сцену, если у нее некрасивый наряд? Она себя будет неуверенно чувствовать. А чтобы это сшить, купить, нужны же деньги. А где их заработать? Поэтому я не могу их строго судить. И в то же время я просто констатация фактов. Я, не дай бог, никого не хочу осуждать. Каждый идет своим путем. Но чтобы творить, петь не хочется, когда тебе нечего кушать. А петь хочется, когда у тебя поет душа. Потому что песня – это состояние души. И поэтому они пишут фонограмму, и здесь они уже беспроигрышны. Они ее отпели и ушли. Как-то я имела счастье пообщаться с дирижером узбекского оркестра народных инструментов. И она мне сказала, что они сейчас очень заняты. Я говорю, а что вы, чем заняты? Она говорит, мы сейчас охватили все детские сады. Я говорю, как? Она говорит, мы работаем с детьми. Запоют дети, запоет вся страна. И я вот мечтаю, чтобы у нас тоже так было. Потому что в песнях заложена душа народа. Ну, раньше была пропаганда. Это, допустим, те же самые артисты, поэты, у них был график на руках, они ездили и по селам, и по районным центрам, они давали концерты, встречи, и люди это слышали. А сейчас у нас только, я так думаю, наверное, в больших городах публика избалована встречей с поэтами, писателями, артистами, а в отдаленке-то люди этого не получают. Я так хочу, чтобы государство этому уделяло очень большое внимание.
не будет культуры, не будет ничего. Я просто одно хочу понять. Вот из ваших уст вы же были свидетелями и того времени, и сейчас, Да, да? да. То есть в любом случае разница же большая. Как Очень, тогда уделяли очень внимание, большая. как сейчас? Очень большая. Я помню свое выступление, это был 77-й год или 78-й год. Я выступала в оперном театре. Это была отчетная перевыборная партийная конференция. В первом ряду сидел Димаш Ахметович Кунаев и все члены ЦК. Но это был правительственный концерт. И как сейчас помню, у меня был такой кремлиновый зеленый костюм. Я вышла и спела песню «Акбулак». Я 3 раза ее пела. Меня не отпускали. Я не ожидала. И потом мне подарили, раньше сцену всегда украшали большими корзинами с гвоздиками. Мне дали 3, за каждый выход мне давали по 1 корзине. И тогда один из, по-моему, он там работал в ЦК комсомола, он помог мне вынести эти мои корзины и привезли меня в общежитие. Прошло много времени, и как-то был концерт, это я тогда еще жила в Чимкенте, и нужно было выступить. Мне говорят, спойте какую-нибудь веселую песню. Я говорю, я хочу спеть то, что я вот сейчас на сегодняшний день считаю нужным спеть. Мне говорят, нет, спойте какую-нибудь такую. Я говорю, ну сколько мы можем веселых песен петь? Надо же, чтобы сидящие в зале депутаты немножко задумались. Это вот такая песня «Тюрьме». Ну и, в общем, такой был диалог. И я говорю, тогда я не буду выступать. Взяла и ушла. И не стала выступать. Потом меня вызвали в обком партии как бы на ковер. Я говорю, а что вы меня научили играть на домбре, петь песни? Почему вы мне хотите воспитывать? Я когда стою на сцене, я хочу пропеть так, чтобы я чувствую аудиторию. Ну, как бы, вот как дух какой-то мне подсказывает, что нужно вот эту песню спеть. Я бы не испортила концерт. Но я же неплохо пою. Но почему вы мне еще и указываете, как надо петь? Понимаете? Ну, как бы это может быть моя такая натура, как бы бунтовская, да? Но я всегда считала, что вот так надо, и я никогда не ошибалась. Ну, конечно, тогда это был Советский Союз, все было по протоколу, и всегда у меня был бунт. Я думаю, ну вот эту песню сейчас петь не надо, надо вот эту. Сейчас даже не спрашивают, что ты будешь петь, только пой. Понимаете? Может быть, это тоже губительно. Потому что песня, столько много написано, вот сейчас столько много песен народных, которые просто не поются. А эти песни, не все можно так на русский язык перевести, как это звучит на казахском, который будет природу самого казаха. Вы понимаете, вот есть такие фибры души, которые ты через песню задеваешь, и они начинают работать. А можно вас попросить отрывочек какой-нибудь вспомнить? О, это интересно. Көркіңді жүрген қуаныш қылып, мендей ме екен бараған, шын інім болсаң, бас бұрма жаным, өсек қайбатқа бораған. Қажет жерінде қатыгездікпен қаталдық керек десек те, адамның заңғар ұлылығын сен сағынышыңмен есепте. Онсыз сен тіпті тұлпарда болсаң, қосыла алмайсың қатарға. Әуелі әбден сағынып алмай, шығушы болма сапарға. Сағынбай барсаң, теңізде сенің тебіренбес жастық шағыңдай. Бұлбұлдың даусын ести алмайсың, бауларға кірсең сағынбай. Ну вот эти песни, они должны звучать, чтобы в нашей душе вызывать трепет. И я вот иногда, когда начинаю петь песни, допустим, старинные такие, откуда ты, говорит, их знаешь? Я говорю, ну в песеннике же все написано. Все там написано, слова такие. А сейчас
песни пишутся для свадьбы. Они все очень веселые. Ну и поплясал, и забыл. А раньше песни, они пропевались и оставляли свой след. И люди потом под впечатлением этих песен неделю ходили и пели эту песню. Она как бы работала. Понимаете? Это целая идеология. Это не просто пение, это идеология. Вот как появился рок, что у нас пошло? Я как врач-психиатр, я знаю, что это такое. А народные песни – это душа народа. Это и очищение, это и радость. А слова какие? Поэтому, конечно, я надеюсь, все, что было, оно повторится. Не может народ хорошее забыть. Искусство никогда не умрет. И песни эти, вот даже, это был какой год? Это были 60-е годы. Мухагали Махатаев написал, «Хара Улең» называется, простые песни. Ну вот, как они складывались из жизни, из быта. И он писал, что «Өрілген түзу аңыздайын, нәрінеге аңызыма тамызбайын, қазақтың қара өлеңі қаза болса, қан неге қара көзден ағызбайын». Даль сказал, что красивый язык не литературный, а народный. Он же знаток был слова, да? Не литературный, это он отметил. А Достоевский сказал, что чтобы говорить на народном языке, надо разучиться его презирать. Да, друзья. Татьяна Николаевна, вот такой вопрос. Что такое патриотизм в вашем понимании? Как-то я еще в студенчестве прочитала в литературной газете очень статью такую хорошую. И вот там было написано, что люди становятся своими, когда каждый занят своим делом. И вот каждый гражданин этой страны, да, вот я, например, должна красиво петь, стараться с каждым разом петь еще лучше, чтобы вот, дарить народу свое искусство, чтобы через песни какое-то было очищение, стремление к лучшему, да. И вот этим своим, допустим, тот же самый военнообязанный, он должен честно выполнять свой воинскую, свою этот долг. Врач должен бескорыстно лечить своих пациентов, которые к нему попадают, независимо от национальности. Вот действительно сопереживать и стараться его вылечить, и с ним вместе переболеть. Конечно же, как бы не скажу, что это как бы бессребреники должны быть, они из-за этого и получают зарплату. Чтобы вот отношение было такое, чтобы вот они в эту свою работу вкладывали эти чувства. Вот это патриоты. А не те, которые сейчас бьют себя в грудь, говорят там что-то хорошо, что плохо. Действиями своими докажите свое отношение к родине. И пусть за вас скажут другие, вот он патриот. Я считаю так. Я, несмотря на то, что я по национальности русская, вот этот Богом данный талант, я не скажу, что он у меня был такой легкий, мой путь. Он тоже терниями усыпан. Когда-то я 18 лет в одночасье стала знаменитой благодаря нашему телевидению. Я очень благодарна ему. И народ так меня полюбил, но на мне такая ответственность, что я должна с каждым появлением на сцене быть еще лучше, еще лучше, еще лучше. То есть вот этот дар, который был мне дан Богом, я должна его умножить. И тогда, когда мы все будем держать ответ, сказать, вот что ты мне дал, Господи, я это отдала народу, так, как это надо было. Вот я считаю, это патриотизм. Там кто-то что-то там начинает делиться на нации, но я не считаю их патриотами. Те, которые привносят смуту вот, в нашу мирную жизнь, те, кто настраивают, пусть хоть против кого-то, это враги народа, я считаю. А патриоты – те, которые свое дело делают честно, красиво, бескорыстно. Вот так вот, как умирают, вот, сколько у нас погибло пожарников. Вот они настоящие патриоты и герои.
Многих даже мы не знаем, вот когда были январские события. Их имена никто не знает, но они патриоты. Вот я считаю, делами нам нужно доказывать свою любовь к родине. А пускай за нас скажут это другие. Татьяна Николаевна, спасибо большое за интересное интервью. Спасибо вам тоже большое. Друзья, ну, много таких, да, тем поднималось, на которые хотелось бы, да, услышать. Вот ты слышишь этот ответ? Ну, конечно же, да, в любом случае, понятно, что в человека болит, когда она видит, как сейчас выходят на сцену, как выступают по тем эмоциям, да, как когда-то вели себя на сцене красиво, показывали всю суть. Но настоящее искусство, друзья, в любом случае, я соглашусь, никогда не умрет, потому что старые песни мы слушаем еще до сих пор, настоящее искусство. А вот почему-то вот эти такие звезды, которые быстро загораются, а потом куда-то пропадают, и мы за них забываем. А настоящее вот искусство, которое было создано когда-то, оно останется навечно. Это 100%. Много различных тем, полностью согласен, много каких вещей я услышал и был удивлен ее мышлениями, как она все это рассказывает и преподносит. Молодец, только не зря она стала вот таким талантом и любительницей Казахстана, да, народов Казахстана. Большущий ей рахмет за то, что она хоть и русская по национальности, но развивает, показывала вашу культуру, друзья. Это огромного стоит. Друзья, не забываем подписываться, проставлять лайки, прожимать колокольчик. Видео выходит каждый день, видео выходят все по вашим заказам. Берегите себя. До встречи.